В эфире новости на телеканале Якутия-24. В студии Надежда Саханская. В начале о темах этого выпуска. Поправки в личном бюджете. Владимир Путин предложил увеличить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Беспилотная доставка. В поселке Тикси планируется организовать кластер беспилотной авиации. Чарующие звуки и плодотворное сотрудничество. В Якутске состоялся долгожданный концерт симфонического оркестра Мариинского театра. Владимир Путин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум в России в 2022 году на 8,6%. Так он вырастет до 13 890 рублей, а прожиточный минимум до 12 654 рублей. Как отметил глава государства, он поручил своей администрации подготовить поправки в законодательство и в ближайшие дни внесет их в Государственную Думу. Путин попросил депутатов поддержать инициативу при рассмотрении законопроекта о федеральном бюджете во втором чтении. Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц. Это на 1000 рублей больше, чем сегодня. Добавлю, что на размер прожиточного минимума завязаны и многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и социальные доплаты к пенсиям. Поэтому важен даже не абсолютные цифры, а важно то, с чем это связано. А их, напомню, эти пособия получают миллионы наших граждан. Естественно, что эти выплаты тоже вырастут. Беспилотные летательные аппараты в скором будущем смогут доставлять грузы в северные районы Якутии. В поселке Тикси Булунского района уже планируется организовать кластер беспилотной авиации с последующим масштабированием в Устьянском районе. Министерство транспорта республики ведет переговоры с компанией Abraham Technology. Пока речь идет о 2 пилотных маршрутах, например, Тикси-Таймылыр или Тикси-Быковский. Беспилотники смогут обеспечить безбарьерное движение социально значимых грузов, в том числе и почты, и значительно удешевить их доставку. В число применения беспилотных летательных аппаратов также входит мониторинг лесного хозяйства и чрезвычайных ситуаций, контроль экологических параметров и мониторинг линейной инфраструктуры. Одна из компаний, наших отечественных, российских компаний, они ездили уже вместе с нами в Тикси, посмотрели, их все устраивает, они сейчас готовятся для запуска и обещают нам, что в следующем году мы увидим первые пару маршрутов, где они будут перевозить небольшие грузы в интересах местных жителей. Есть у нас подобного рода эксперименты у нас в стране. Вместо экипажа, установлена аппаратура, которая настроена таким образом, что самолет видит весь рельеф, в нем закладываются полетные задания, и так далее. Программа поддержки местных инициатив – одно из эффективных действий для развития городских и сельских территорий. Муниципалитеты-победители конкурсного отбора нынешнего года уже завершили работу по реализации более 191 проекта. С активным участием местного населения построены многие объекты, отремонтированы внутрипоселковые дороги и улицы. А сейчас в городах и районах Якутии готовятся к участию к следующему конкурсному этапу. На онлайн-площадках проводятся общественные обсуждения и заседания. Затем заявку предоставляют в Министерство финансов, которую рассмотрит экспертная комиссия. Отметим, что программа поддержки местных инициатив реализуется уже 5-й год. На слеге успешно проходившие конкурсный отбор за один проект получают 1,5 миллиона рублей, а городские округи – 3 миллиона. На самом деле инициативное бюджетирование, основанное на инициативе граждан по распределению местного бюджета, по сути, это мы формируем сейчас бюджетную грамотность и финансовую, и участие граждан в распределении местного бюджета. По сути, к этому мы стремимся. И по итогам, допустим, этого года всероссийского конкурса у нас номинантом среди
915 проектов, которые были выставлены на конкурс, победителем в номинации получил, вернее, диплом второй степени получил у нас проект «Ремонт Дома народного творчества АЛГ в селе Чурапча». Я хотел бы подчеркнуть, что наши граждане очень активны, инициативны, и это всегда отмечается, что именно у нас очень высокое участие граждан с точки зрения большого количества, понимаем, участия в голосовании, в выборе проекта. Такого нет ни в одном субъекте федерации. Центр Чумакова в России разрабатывает 2 вакцины на основе дельта-штамма COVID-19. Об этом сообщил директор, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов. Напомним, что ранее Центр Чумакова разработал собственную цельновирусную вакцину от коронавируса «Ковивак». В таких препаратах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже уничтоженные. Тем временем эпидситуация в республике по-прежнему остается напряженной. На 19 ноября выявлен 281 новый случай коронавирусной инфекции. Так, в столице региона отмечено 130 заболевших. Среди районов антирейтинг возглавляет Алданский район, в котором зафиксировано 18 случаев. 16 в Хангаласском районе, 12 в Мирнинском. По 11 заразившихся в Мегино-Кангаласском и Нерюнгринском районах. Еще в 18 районах Якутии выявлено от 1 до 10 случаев заражения COVID-19. В Амгинском районе отопительный сезон идет полным ходом. С понижением температуры воздуха котельные начали работать в полную силу. В начале этого года произошли технические нарушения в котельных Амгинского наслега. Низкие температуры долго сохранялись в образовательных учреждениях и жилых домах, которые подключены к этим котельным. Этим летом работники Амгинского филиала ЖКХ провели ремонтные работы, а также установили новые котлы, которые были привезены из Ижевского завода. На данный момент новые котлы работают в штатном режиме. Работники отмечают мощность и высокую теплоотдачу. 2 вот ижевских котла поставили новых. Но у них объем воды больше, чем наши вот раньше, которые стояли, КВРки. Ну, и насосную группу поменяли, теплосети поменяли, утепление, изоляция труб. Но они по сравнению с нашими котлами, вот новые котлы, они помощнее. Больше, у них объем воды больше, они нагревают больше воды, чем обычные котлы. Школьники села Улахан-Ан Хангаласского района приняли участие в выпуске книги о педагоге, в честь которого названа их школа. Книга под названием «По пути познания и развития» – сборник воспоминаний о заслуженном учителе Якутии Матрёне Васильевой. Над книгой трудились 5 учителей и 16 учащихся 2-й Мальжагарской школы. Выпуск книги стал возможным благодаря гранту главы Хангаласского района, который ежегодно разыгрывается среди детских общественных объединений. На текущий момент свои проекты представили 11 объединений, из них 3 удостоились денежных грантов, в том числе школа села Улахан-Ан. Из них 45 мы продали, и на эти средства мы хотим напечатать баннер. Остальные книги мы подарили. Всем не хватило, поэтому мы решили сделать электронный вариант книги и отправили ссылки нашим читателям. А также мы с ребятами сделали видеоролик о жизни Матрёны Егоровны, и видеовоспоминания мы опубликовали в YouTube-канале нашей школы. Строительные работы по строительству Нюрбинского государственного передвижного драматического театра идут полным ходом. На данный момент выполняются работы по утеплению фасада, завершается кладка плит с внутренней стороны и планируется запуск отопления через 1,5 недели. После ввода тепла начнутся внутренние работы – кладка, покраска, установка оборудования и многое другое. Из-за пандемии была небольшая задержка, но темп строительства увеличен и постепенно график нормализуется. Строительство идет за счет республиканской инвестиционной компании. Новый театр будет двухэтажным зданием с техническим этажом и сценической коробкой. Зал рассчитан на 250 зрителей. На объекте работают человек 27. Сейчас все оснащены, у всех есть материал для дальнейшей работы, пока не останавливается. Еще ждем, как откроется зимняя переправа, да, внутренняя отделка должна прийти. Покраска, плитка, клей. А еще мы привезли оборудование техническое, там стулья, кресла, все привезли тут, храним.
Более того, спектакли театров Якутии примут участие в 3-м международном фестивале «Диалоги». Республику на фестивале будут представлять 2 ведущих театра. Это Саха-академический театр имени Платона Аюнского и старейший театр Дальнего Востока Русский драматический имени Александра Пушкина. Отметим, фестиваль учрежден в 2019 году Московским драматическим театром «Человек» при поддержке Департамента культуры правительства Москвы и пройдет на сцене театра-учредителя. Особенность фестиваля в том, что там представлены спектакли малой формы с участием всего 2 актеров. Фестиваль «Диалоги» будет проходить до 25 ноября. Накануне в Якутске состоялся долгожданный концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством народного артиста России маэстро Валерия Гергиева. Этот уникальный концерт состоялся в рамках мероприятий к столетию Якутии, утвержденных полномочным представителем президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Маэстро Гергиев рассказал о сотрудничестве Мариинского театра и Якутии. Также он отметил важность строительства арктического центра. Результатом плодотворного сотрудничества стало участие в единственном концерте симфонического оркестра Мариинского театра в рамках празднования столетия образования якутской автономии, симфонического хора филармонии Якутии и музыкантов оркестра «Симфоника Арктика». Кроме этого, якутские музыканты с успехом выступают в одном из залов Мариинки. Здесь настолько важнейший и не только для республики, а для всей Российской Федерации проект, который должен быть реализован очень успешно. У нас большой опыт есть создавать концертные залы, строить новые театры и работать не только над, скажем так, вопросами строительства или вопросами технического совершенства или технического оснащения, но самое главное – это залы, приспособленные для музыкального, высококлассного прочтения лучших исполнений классики, произведений, написанных и 100 лет, и 200, и 300 лет назад, акустика. Поэтому я обратился даже к публике с этим, и обязательно поговорю с главой республики, и всячески будем способствовать тому, чтобы зал сразу был, ну, если так можно сказать, обречен получить очень высококлассную акустику. Это самое главное. А все остальное наполнить потом этот зал программами, сотрудничествами. Тут есть замечательные музыканты, и мы подключимся, так что это не будет самым сложным. Уникальный концерт маэстро Гергиева был сопровожден классическими музыкальными произведениями. Со сцены Якутского театра оперы и балета прозвучали знаменитые мелодии Дмитрия Шостаковича, Игоря Стравинского, Иоганна Штрауса и Александра Скрябина. К этой минуте у меня все. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.